чеченский народ обладает невероятно большим сокровищем. Этим сокровищем является героико-исторические песни Илли. Хотя называют песнями, на самом деле это сказания, которые повествуются на чеченском языке, говорят Илли Ал, сказывать, сказать. Эти песни исполняются с помощью, помощи музыкального сопровождения. Обычно это дечк пландер или киев пландер. Вот. По длительности исполнения они доходят до 2-3 часов одна песня. Вот. Некоторые песни уникальные, интересные, были до 7 часов исполнения. Так вот, речь идет о том, что мы, обладая этим сокровищем, сегодня хотим зафиксировать некоторые оригинальные песни. В частности, вот сегодня мы будем говорить о песне о грузинском Анзоре, князе Анзоре, и осетинской девушке, сестре 7 братьев. В некоторых вариантах сестра 5 братьев. Сюжет традиционный для фольклора разных народов. Значит, герой царь, это князь, засыпает и во сне видит красавицу, отсылает своих подчиненных для того, чтобы они раздобыли портрет или картину этой красавицы. Вот, приносит, он заочно влюбляется в нее и отправляет войско для того, чтобы завоевать эту красавицу, чтобы ее отдали добром или силой. Вот традиционный сюжет. Этот сюжет известен, и он присутствует в фольклоре многих народов. Чеченский эпос Илли, поздний эпос Илли, он трансформирует эти сюжеты, общеизвестные сюжеты, и в отдельную песню. Песня обрастает новыми подробностями, этнографическими деталями, особенностями историческими, которые соответствуют жанру Илли. А жанр Илли, героико-исторических песен Илли, установка этого жанра на достоверность описываемых событий. То есть, если мы имеем в сказочном варианте установку на вымысел, на сказку и так далее, то в героико-исторических песнях Илли мы имеем установку принципиально другого содержания. Это песни, которые нацелены на то, чтобы уверить слушателей в действительность того, что происходит. Поэтому там появляются исторические личности, имена, события, этнографические, исторические детали, которые приводят к мысли о том, что действительно это все происходило. В принципе, в реальной жизни действительно могло такое происходить, и сюжет мог иметь реальные корни. Так вот, или о грузинском Анзоре и осетинской девушке, сестре 7 братьев, эти этнографические детали повествуют о следующем. Анзор влюбляется заочно в девушку, осетинку, и посылает своих подчиненных для того, чтобы они сосватали и привезли ему невесту. Но это сватовство происходит в какой-то оскорбительной форме. Дело в том, что они не просто сватают ее, не просто ее предлагают там золото, серебро там, и так далее, но еще угрожают. И эти угрозы, естественно, восприняты братьями как оскорбление, и они предпочитают погибнуть, но не отдать свою сестру за Анзора, насильника, князя, грузинского князя. И интересна мотивация братьев. Они говорят своей сестре: когда мы погибнем, и ты будешь взята в полон, там станешь женой князя, а у этого князя Анзора не будет оснований для того, чтобы перед тобой гордиться и говорить о тебе, что ты сама пришла, что твои братья отдали добровольно и так далее, за золото, испугавшись. Так вот, они погибают, часть братьев погибает,
И они, значит, отсылают свою сестру, переодетую, в соседний вот этнос, к чеченцам, в село Кихи она попадает. Видите, какие детали. Вот. И там, значит, ее встречает, слушает ее и знаменитый песенный герой, значит, это в одном варианте Ших Мирза, в другом варианте другой герой, значит, слушает ее и помогает ей. Помогает разбить войско князя Анзора, спасти оставшихся братьев, отомстить за ее поруганную честь. И, соответственно, значит, как в фольклорном жанре, герой, который помог девушке, естественно, становится сам, значит, избранником этой спасенной девушки, и женится на ней. И, значит, песня повествует о таком счастливом конце, завершающем, где вот побеждается зло, восторжествует добро, и, значит, происходит вот сочетание судеб вот чеченского героя Ильи вместе с осетинской девушкой. Вот содержание этой песни Ильи. Песня уникальна, она, в общем-то, выражает чаяние народов жить в мире, в дружбе, вот, противостоять злу вместе. И песня в этом плане является одной из сокровищниц нашей песенной культуры Ильи. Поэтому она будет зафиксирована у нас как нематериальная культура, объект нематериального культурного наследия.